Всем привет! Меня зовут Алена. Я являюсь региональным координатором волонтеров-медиков, а также исполняющим обязанности директора Центра по работе с волонтерами Республики Саха-Якутия. Теперь мы с вами посмотрим, проведем день вместе некоторое время, как работает наш волонтерский республиканский корпус. Пройдемте. Протяни ладошки. Ага, давай. Наши ребята входят, волонтеры, все желающие, кто помогает через эту дверь, обрабатывают обязательно руки. Это у нас называется чек-ин. После этого у нас работают наши волонтеры штаба, которые каждый раз берут, проверяют волонтеров, которые приходят первый раз, их сертификаты, прошли ли они заочное обучение на сайте Добро университете. Кто прошел, те уже проходят очное обучение, инструктаж по технике безопасности. Вот сегодня у нас пришел волонтер-медик Степан, студент 3-го курса, он тоже занимается волонтерской деятельностью уже продолжительное время. Перчатки у нас получается вот такие, белые, они пока вместо антисептиков, каждый заказ они меняют вот эти перчатки, получается. Они у нас, получается, выдаются тоже из мединститута, нам предоставляют, поэтому каждый боец у нас экипирован. Степан, давай-ка я температуру тебе измерю. Так, ага, 36,5 вот у него как раз температура. Боец у нас здоров. Есть заявки, которые отложены на следующий день. Есть заявки, которые у нас постоянно выполняются. То есть это выгул собаки, каждый день волонтеры ходят. Также есть уборка снега, тоже разные заявки поступают. Каждый день тут у нас уже 23-е, вот все уехали, вот много заявок уже взяли, несколько адресов, да, это сегодняшняя дата. Получается уже более 10, около 20 уже адресов вот ребята взяли и выехали. Кто-то на своих машинах, кто-то на транспорте, на готовом транспорте. Теперь пройдем туда, наша зона, где мы работаем. Здесь сидит у нас сотрудник, который отвечает за работу с районами республики. Здесь сидит у нас волонтер, наш серебряный волонтер, который занимается заказом магазина. То есть после того, как принимает заказ, здесь продукты, и волонтер уже заказывает наши определенные магазины, где продукты уже готовят, и волонтер приезжает и берет эту коробку по адресу и уезжает на машине. То есть время по лукам не ищут, поэтому сразу у них готовые продукты, время нам не тратится на это, получается. Здесь у нас сейчас, получается, сидят ребята, которые общаются с заявителями. Кто-то звонит на горячую линию нашу, либо есть заявки через сайт, которые тоже это все обзвон происходит. Бывают заявки, которые на поликлинику, то есть поликлиника у нас с понедельника работает, а поликлиника у нас тоже волонтеры имеются в поликлиниках непосредственно будут прикрепляться, и оттуда они уже выезжают, то есть они сюда не приходят. Также есть заявки, которые откладываются на потом, заявители говорят, когда и у них закончится, мы обратимся к вам попозже. И у нас еще заявки на завтра, которым удобно принимать наших волонтеров на следующий день. Вот, ну и вот проходит как общение с пожилыми людьми. У нас как раз есть инстаграм-страничка Добро ЕКТ, можете подписываться, и Волмедик 14. Вот, это наши две странички волонтеров-медиков и Центра по работе с волонтерами по Республике Саха-Якутия. Сегодня я отвечаю за лекарства, то есть наш сотрудник сегодня, который отвечает за лекарства, у него он подойдет после обеда. Я смотрю, какие лекарства сколько стоят в аптеках, и получается заказы делаю. Хотите посмотреть, как волонтеры работают на выездах? Тогда пойдемте. Вот Сергей пойдет сейчас за товарами, продуктами, потом к бабушкам. Ага, и вы пойдете вместе с ним. Мы пришли в Линенгер, пешком несколько кварталов прошли. И получается, я почему в волонтер записался? Потому что много ходить хотел. Вот. Так что пойдемте. Алло, здравствуйте, Сергей Николаевич. Ага. Сергей Николаевич, это вот волонтер беспокоит насчет заказа. Ну, просто количество большое, чтобы не ошибиться. Может, пожелания какие-то? Ага, ну ладно, хорошо, спасибо. Скоро буду. Еще я взял продукты. Обычно бывает, в некоторых магазинах нам готовят продукты.
заранее. Волонтерский штаб звонит в магазин, и они нам подготавливают. Вот. Ну. Здрасте. Здравствуйте. А вы так оставляете? Да, у нас минимальный контакт. Правильно. Я вам расписываться должна? Да нет, может. Чек там внутри. А вы не могли бы вот эти 2 или там вынести? Мусор? Да. Да нет, вот сюда положите, мы вытащим. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. Кто волонтер? Я волонтер. Еще раз, кто волонтер? Я волонтер. Я сама как врач-гигиенист советую вам соблюдать правила личной гигиены. Также не выходить из дома просто так, да, и соблюдать противоэпидемические мероприятия.